Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как на улице Адаратского водитель иномарки сбил велосипедиста. Развернул обратно колеса и начал меня догонять. И в передней части машины меня начал толкать. И из-за чего разгорелся конфликт. Расскажем подробности жестокого убийства в Альметьевске. Иванов называет Шакирова, что он зомби. И то в связи с тем, что вот он увидел в лице Шакирова зомби, он ему наносил беспричинно вот такое количество ударов. Защищаясь от оборотня, мужчина забил товарища ломом, ударив человека 40 раз. А также момент угона машины. Замкнули провода? Да. Как скрыть машину, получается? Отвертку я нашел, отвертку струс. И приговор бывшему автоинспектору, который подрабатывал сбытом наркотиков. Это и не только прямо сейчас. 25-летнего велосипедиста сбил водитель Kia Rio поздним вечером на улице Адаратского. Автомобиль стоял припаркованный у обочины. Мужчина на велосипеде хотел его объехать. В это время водитель начал движение. Как рассказал пострадавший Рамилю Шайдулину, автомобилист на него сначала накричал, а потом целенаправленно сбил. Какое состояние? Нормально все? Да, нормально, нога только болит. Объективно оценить свое состояние после падения пострадавший 25-летний велосипедист не мог, но обращаться к медикам не торопился. В первую очередь вызвал на место ГИБДД. Инспекторам объяснил, во всем виноват водитель Kia. Утверждает, что автомобилист сбил его умышленно. Рассказывает, ехал по улице Адаратского. Впереди стояла припаркованная иномарка. Не оставалось ничего другого, как ее объехать. Левой рукой показал, что собирается сместиться влево. И в тот момент Kia тронулась с места и стала поворачивать налево. Мужчина предположил, что водитель хотел развернуться через двойную сплошную линию. Дальше произошло то, чего велосипедист не ожидал. Когда я его начал объезжать, он психанул, что-то мне крикнул и развернул обратно колеса и начал меня догонять. И в передней части машины меня начал толкать. И умышленно толкал. И вот я как бы слетел с велосипеда, и он начал агрессивно выступать на меня. Все. То есть он вас сбил и начал на вас как-то давить, да? Да, давить начал. Потом я сказал, вызову гаишников, все, разберемся, говорю. Рассказывать свою версию произошедшего водитель Kia, видимо, не захотел. Он поспешил перейти дорогу и затеряться среди припаркованных машин. Сейчас он остыл, водитель? Ну, похоже, что остыл. То есть он пока не извинился? Нет, если бы он извинился, как бы мы нормально все решили, тогда, может, вопрос бы и снялся. Или велосипед был бы на ходу, как бы мы все здесь без ГАИ могли решить. Но он очень агрессивно выступал, так сказать, выпендривался. Автоинспекторы, приехавшие на место происшествия, пришли к выводу, что виноват в случившемся 31-летний водитель иномарки. Ответственность, которую он понесет, будет зависеть от того, легкий или средней тяжести вред здоровью получил велосипедист. Медики, к которым в итоге обратился мужчина, диагностировали у него растяжение связок правого коленного сустава и ушиб правого бедра. Автомобилист может заплатить штраф до 25 тысяч рублей или лишиться прав до 2 лет. К тому же пострадавший мужчина через суд планирует возмещать с водителя ущерб за сломанный велосипед. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. «Шевроле» и «Киа» не смогли разъехаться в вечерний час пик на перекрестке улиц Гагарина и Ибрагимова. Оба автомобиля ехали навстречу друг другу, пока водитель «Шевроле» не стал разворачиваться. По правилам дорожного движения мужчина должен был пропустить встречный транспорт, чего он не сделал. Пострадавших в ДТП нет, хотя обе машины получили серьезные повреждения. Угнал машину, чтобы уехать домой в Кукмар, но по дороге попал в ДТП. Полицейские Казани выяснили, как и куда ночью 21 мая исчез Иш-Ода из двора на улице Дружбы в Казани. Владелец легковушки не обнаружил машину утром, тогда он обратился в полицию. Стражи порядка выяснили, что она без ведома хозяина под управлением нетрезвого мужчины поехала в Кукмар. Но так туда и не доехала. Все подробности расскажет Айрат Назипов. А задержали за что? Ого. Вечером 21 мая 36-летний житель Кукмара гостил у своего приятеля в Казани в одном из домов на улице Дружба. Выпили, засиделись. Когда понял, что до дома добраться будет непросто, его осенила идея. Решил воспользоваться одной из машин, стоящих во дворе. Вышел, попытался вскрыть несколько автомобилей. Замок поддался только на Иже. Товарищу сказал, что его купил, и попросил помочь завести. Каким образом угнали автомобиль? Каким образом? Завелся, например. Замкнули провода? Да. Как скрыли машину, получается? Отвертку я нашел, отвертку струс. Вместе с товарищем поехали в Кукмар. То, что до этого пили, их не остановило. А товарища не смутил способ, которым машина была заведена, и отсутствие ключей от машины. Потом мы доехали до Кукмара, там перевернулись, бросили, ушли. Водительское удостоверение есть у вас?
лишенные. Однако, как выяснилось позже, доехать до Кукмара они не смогли. По дороге мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет, разбив машину. Владелец Ижи обнаружил пропажу утром и сразу же обратился в полицию. Дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия позволили полицейским проследить примерный маршрут передвижения угонщиков. В результате дактилоскопической экспертизы была установлена личность одного из злоумышленников. Для его задержания полицейские выехали в Кукмарский район. При содействии местных коллег они установили его местонахождение и провели задержание. Ущерб хозяин автомобиля оценил в 110 тысяч рублей. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Она предусматривает до 5 лет лишения свободы. В скором времени будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Айрат Назип, Елена Саляхова, вызов 112. Увидел, как приятель превращается в зомби и, обороняясь, забил его ломом, ударив по человеку 4 десятка раз. В Верховном суде слушается дело об убийстве с особой жестокостью 38-летнего мужчины. Преступление было совершено в Альметьевске в прошлом году. На скамье подсудимых 34-летний мужчина, приятель погибшего. Как установили следователи, в тот день они пили, провожали уходящий 2020. Но один из них до Нового года не дожил, а второй встретил его в изоляторе. На свободу он может больше никогда не выйти. С подробностями истории из зала суда Елена Саляхова. Как вы можете его характеризовать? Характеризовать его я могу только как хорошей стороной. Теща 34-летнего Игоря Иванова до последнего не верила, что ее зять способен на такое. Год назад женщина похоронила свою дочь. Оставшись без жены, мужчина стал часто прикладываться к бутылке. Вот на протяжении 14 лет совместной жизни с вашей дочерью, то есть как он себя вообще проявил? Они, знаете, они любили и без друг друга жить не могли. Он никогда, конечно, легкой ругачки никогда никого не бывает, но драка никогда не было. Употреблял ли он спиртные напитки? Он редко употреблял. То есть не злоупотреблял? Нет. О том, что ее зять подозревается в жестоком убийстве, женщина узнала в канун Нового года. 31 декабря мужчину задержали у него же дома. По версии следствия, в ту ночь мужчина забил ломом своего приятеля. Он был его соседом, жил в этом же доме. Нападавший сам вызвал скорую помощь, но пострадавший через несколько часов скончался в больнице. Иванов при совместном распитии спиртных напитков с Шакировым, то есть внезапно возникшим конфликте между ними, произошла ссора, в связи с чем он, взяв лом, стал наносить удары Шакирову по жизненно важным органам, нанося более 40 ударов. Свою вину мужчина признал лишь частично. Рассказал следователям, что защищался. На допросе признался, что отчетливо видел, как его приятель вдруг превратился в зомби и стал на него нападать. От испуга он схватился за лом и стал наносить удар за ударом, отбиваясь от чудовища. Чуть позже понял, что избил товарища. Здесь написано. Историю с оборотнем следователи не сочли смягчающим обстоятельством и обвинили Игоря Иванова в убийстве с особой жестокостью. Уголовный кодекс за подобные деяния предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Елена Саляхова, Алмаз Заединов, вызов 112. Сотрудников полиции пришлось вызывать работникам продуктового магазина, расположенного на улице Бондаренко, после кражи бутылки спиртного у всех на глазах. К одному из посетителей в торговом зале подошла пара, у них завязался разговор. Вместе дошли до кассы, в очереди стояли тоже вместе. У пары была бутылка алкоголя. Кассир ее отсканировала, внесла в чек, после чего мужчина с женщиной ее забрали и ушли из магазина. Кассир, думая, что они были вместе, оплатить алкоголь предложила мужчине, который стоял за ними. Но делать это он отказался, сказав, что не знает этих людей и платить за них не намерен, после чего продавцы и вызвали полицию. Расставить все по своим местам должны помочь камеры наблюдения, установленные в торговом зале. К 12 годам лишения свободы приговорил сегодня Советский суд Казани 27-летнего бывшего сотрудника ГИБДД Раиля Ибрагимова. Обвинение доказало, что страж порядка в свободное от работы время занимался продажей наркотиков, покупал их оптом, с двумя подельниками расфасовывал на мелкие партии и закладывал в тайники для дальнейшей продажи. Его задержали с поличным в марте минувшего года на улице Космонавтов. В машине обнаружили 700 граммов мефедрона. Его и двух его приятелей задержали. Позже при обыске в квартире Раиля Ибрагимова нашли 16 уже готовых к закладкам пакетиков с наркотиками, а также оборудование для расфасовки. Всем троим было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических веществ. Суд счел их вину доказанной. Подельники бывшего автоинспектора проведут в колонии строгого режима по 9 лет. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.